Более четверти века прошло с момента страшной трагедии, произошедшей над высокогорным селом Лата. Но боль утраты до сих пор не стихает в сердцах родных погибших. 14 декабря 11-летняя Кристина Ашуба вместе с сестрами должна была лететь на борту сбитого вертолета. Но по воле судьбы они опоздали на рейс и спаслись от неминуемой гибели. Воспоминания тяжелые, потому что буквально через несколько минут после того, как этот вертолет пролетел над нашим домом, я помню, с моей старшей сестрой мы бежали за вертолетом, руки протягивали к нему вверх и кричали: «Пожалуйста, дяденька летчик, приземлись, забери нас тоже, мы же тоже хотели лететь». И так получилось, что мы не улетели. И бабушка, услышав весть об этом, прибежала в слезах, обнимала нас. Мы вместе переживали эту трагедию. Российский вертолет Ми-8, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Тхварчала в Гудауту, был сбит над селом Лата. На борту самолета находились 87 человек, 35 из которых были дети. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Ну за что они меня сожгли? Я хотел скорее вернуться к маме. Я устал дрожать и голодать. А теперь в сырой холодной яме навсегда останусь я лежать. Мама, мамочка, за что же нас убили? Мы же только начинали жить. Мы так игры, солнышко любили, танцевать любили и дружить. Невозможно передать, какую боль испытал весь народ Абхазии в тот злосчастный зимний вечер. Но трагические события тех дней не сломили абхазский народ, а наоборот сплотили в борьбе с беспощадным врагом. Нашелся герой, у которого душонка как пятачок. Рука у него не дрогнула нажать пусковой крючок. Мы старого не забыли, по почерку вас узнали. Речуги о перемирии, автобус с детьми цвинвали. Какое кощунство, Боже! Чем меришь ты их вину? Преступник один и тот же, кто начал эту войну. 14 декабря 1992 года в новейшей истории Абхазии останется одной из самых тяжелых и трагических дат. Память о жертвах Латской трагедии навсегда будет жить в сердцах абхазского народа. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.